Фейковые Рустами Эмомали и сгоревший школьник. Какие страшные события произошли у нас в стране? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. Управление уголовного розыска МВД Таджикистана распространило уведомление о том, что страница мэра Душанбе, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустама Эмомали в Facebook является фейковой, а владелец этой страницы разыскивается. На официальной странице УМВД в Facebook сообщается, что аккаунт не имеет никакого отношения к Рустаму Эмомали, и все посты опубликованы неизвестным лицом. Во избежание нежелательных инцидентов просим вас воздержаться от комментариев и других действий на этой странице, говорится в сообщении управления. Отмечается, что владелец этого аккаунта будет привлечен к ответственности по закону. Это не первый случай, когда власти предупреждают об открытии фейковых страниц от имени Рустама Эмомали в социальных сетях. Ранее мэрия Душанбе сообщала, что в Facebook от имени мэра столицы было открыто не менее 3 страниц, и все они являются фейковыми. Тогда городская администрация обратилась к МВД и просила выяснить организаторов этих страниц, а также цели, с которыми они открывались. До сих пор о задержании кого-либо по этим фактам официально не сообщалось. В мэрии заявили, что у Рустама Эмомали нет страниц в социальных сетях. Также милиция провела расследование видеозаписи, опубликованной на днях в соцсети, на которой видно, как школьник загорелся во время профилактических противопожарных учений, сообщает столичное управление МВД Республики Таджикистан. Согласно информации, ЧП произошло еще 6 мая в общеобразовательной школе номер 67 столичного района Сино. Отмечается, что в этот день, согласно плану, в школе были проведены учения по гражданской обороне и подготовке к чрезвычайным ситуациям. В результате несоблюдения правил безопасности со стороны ответственных за проведение учений загорелась одежда на спине ученика 10 класса. Парень получил ожоги тела, отмечается в сообщении, но не уточняется, насколько тяжелые были травмы. Подробности ЧП, в том числе как так получилось, что спина школьника заполыхала огнем, ведомство не сообщает. Милицией подготовлены необходимые материалы, ведется предварительное расследование для принятия соответствующих правовых мер, подчеркивает УМВД. В республиканской противопожарной службе сообщили, что 2 пытавшихся потушить огонь в военной форме были старшеклассниками этой школы. Там отметили, что мальчик получил несильные ожоги и находится на домашнем лечении. Как вам такие учения противопожарной безопасности? По сути, они должны учить, как избежать пожара, а не поджигать учеников. И почему это доверили делать самим ученикам, проводить такое мероприятие? Ведь они были в форме, значит, им ее выдали, и это было санкционировано. Почему это не делают реальные эксперты, которые предотвратили бы эту ситуацию? Как вы думаете, кто должен понести за это наказание? И какое? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.